Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей моего канала и сообщить, что сегодня у нас продолжение цикла передач под названием «Марш Войла». И я очень рада, что к нам вновь присоединяется Аслан Арцуев, председатель правозащитной организации Human Rights Watch Ичкерия. Сейчас это, наверное, самая горячая тема. Все пытаются разобраться, что же происходит. И самое главное, что я везде, как могу, комментирую, но постоянно, естественно, ссылаюсь на вас, на ваш канал, о котором вы сейчас расскажете, я надеюсь. И, возможно, даже наша с вами программа на нем тоже выйдет. Аслан, я вас приветствую. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. И я вас, и ваших, и своих зрителей также приветствую. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, видите, сколько разноречивых, противоречивых, взаимоисключающих утверждений сейчас в СМИ курсируют с канала на канал. Все пытаются разобраться, что, собственно, происходит, почему такая активизация, ну, скажем так, силовых структур вокруг в общем-то, изначально финансового какого-то денежного, скажем так, скандала, бизнес-скандала, может быть, даже так, он разрастается, приобретает новые обороты. Я сделала ряд своих там предположений по поводу того, что специальные службы, ФСБ в частности, которые думают создать управляемый хаос, в итоге сеют ветер и пожнут бурю. Но, может быть, это и не так. Я бы очень хотела, чтобы вы вот шаг за шагом разобрали, ну, достаточно запутанную ситуацию. Давайте попробуем, Мария, давайте попробуем. Ну, дело в том, что на Кавказе установлен режим тоталитарный, полный просто тоталитарный режим наподобие Северной Кореи. В Москве, в России не так, хотя мы все знаем, что до демократии и прав человека в России самой тоже далеко. Но во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия и некоторых регионах Кавказа, принадлежащих, входящих пока в состав России, там установлен тоталитарный режим. Самый тоталитарный, просто фашистский, самый такой откровенный, он у нас во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. И контролируется все. От интернета, от телефонные разговоры, прослушки, внедрение агентуры. И на протяжении последних 30 лет Россия только этим и занималась. Убивала, пугала, сажала и все остальное, и контролировала все это дело. И сейчас возникает такая спорная ситуация, когда Кадыров вроде бы наезжает на человека, тоже как бы и Путина, Кадыров сами тоже пехотинец Путина, и все равно он наезжает на Каримова, на депутата там ингушского и на других третьих людей, и вроде бы кажется, какой-то там конфликт идет. Но на самом деле, если бы был там реальный конфликт, который между ними всегда присутствует, они всегда грызутся, за кормовую базу грызутся, за там разные там другие вещи грызутся, но это внутри у них свое. Вы, как бывший депутат, наверное, знаете, как они друг друга любят и не любят. Но это внутривидовая борьба. Ну, совершенно верно. Вот когда она происходит скрытно, Мария, как мы понимаем, правильно? Это ссор из избы не выносится, потому что лишние свидетели, лишние обсуждения всегда приводят к каким-то непоправимым для них последствиям, потому что все неправы, все узурпаторы власти, все недемократическим путем пришедшие к власти и кормятся за счет крови тех народов или групп граждан, которыми им отдали в распоряжение. Так вот, этот ссор вынесен из избы, они такие громкие вещи говорят. Ну, когда Рамзан Кадыров сообщает нам, что будет объявлена кровная месть, он одновременно с этим, он причем это говорит на русском языке, Мария, чтобы было понятно для нерусских, он это специально говорит. По-чеченски слово сатисфакция, слово справедливость, восстановление справедливости, оно означает чир. 3 буквы чир, просто чир, или 4 буквы. И вот сатисфакция, она имеет отношение к кровной мести, но она не полностью отражает это все. И чеченцы не говорят кровная месть. У нас нет такого понимания вообще кровная месть. У нас есть восстановление справедливости, то есть чир.
Но ее россияне и некоторые чеченцы, мы сами это называем кровной местью, потому что так принято просто говорить. Но он не говорит Чир, хотя он произносит имя Барахоева, ингуша первого. И для них Чир это такое же слово, как и наше слово. У нас один язык. Он специально говорит на русском языке, чтобы на Западе поняли, в Украине поняли, что он говорит про кровную месть с каким-то там путинским миллиардером и так далее. Затем он упоминает, когда он это говорит, он говорит, что если не будут приведены доказательства того, что на Рамзана Кадырова готовилось покушение вот со стороны вот этих лиц. Но все упускают этот момент, и как будто уже все, кровная месть началась, и все, должны друг друга мочить. Вот уже все, тут уже безоговорочно принято решение, кровная месть объявлена, и все убивают. На самом деле он на русском языке, специально еще раз говорю, он специально говорит кровная месть, чтобы об этом начали все говорить, и, не знаю, специально или нет, добавляет слово «нужны доказательства». Ну, как вы видели, никто не обращает на это внимания. В Украине, в принципе, это можно понять, потому что украинцы любую надежду пытаются реализовать, им преподносят вот эти средства массовой информации, которые у них есть, которыми я, кстати говоря, русскоязычными некоторыми очень недоволен. И они как бы все это обсуждают, надеются, что вот сейчас война переключится на Кавказ, что сейчас в России начнется гражданская какая-нибудь война, третья, десятая. Но почему-то украинцы не говорят о том, что война должна начаться в Белгородской области, Курской области, в Москве, в Санкт-Петербурге. Почему-то хотят на Кавказ эту войну принести. Тоже непонятно, для чего это делается. Хотя должно было быть, наверное, наоборот. Все должны были бы стремиться, чтобы этот конфликт, гражданский конфликт, был, например, в Москве. Но вот такая вот ситуация. И одновременно с этим, как раз у меня был сегодня стрим, и я обсуждал и эту тему, одновременно с этим, вот с этими событиями, убийствами людей там в Валберис, это тоже, мне кажется, была инсценировка. Эти два убитых ингуша были такой сакральной жертвой для того, чтобы стравить чеченцев и ингушей. Причем Сулейман Керимов, который является дагестанцем, выходцем с Дагестана, По-моему, лезгин. да, по-моему, он лезгин по национальности, ну, выходец из Дагестана, почему-то он не взял дагестанцев охранять Валберис, которых тоже очень много спортсменов, смелых, там, отважных, все такое, но почему-то взял ингушей. Тоже очень странное было, произошло вот это событие. Человек, который стрелял в кадыровцев, так называемых кадыровцев, которые пришли к Валберис, это был человек, бывший, как сообщают средства массовой информации, был человеком, командиром, экс-командиром Адама Демельханова по кличке Палач. Кличка сама за себя говорит. И когда пришли вот эти кадыровцы, люди, которые защищали Валберис, из них вот этот бывший командир Адама Демельханова, близкого товарища, друга Рамзана Кадырова, стреляет из травматического пистолета в тех, кто пришел, то есть резиновыми пулями. И со стороны визитеров происходит выстрел не в того, кто в них стреляет из травматического пистолета, а рядом стоящих двух вот этих ингушей. Причем разряжается вся обойма, и, ну, почти вся обойма, и оба погибают. Ни в ноги не стреляют, по ним-то стреляют из травмата, могли бы ноги стрелять, но убивают вот двоих человек, которые, на мой взгляд, это были сакральные жертвы, для того, чтобы вот начать вот эту процедуру нагнетания всего. Можно вопрос задам? Дело в том, что еще 2 года назад, вы упомянули сейчас просто фамилию Барахоев, и ну, весь интернет был этими сообщениями забит. Дело в том, что когда произошло, ну, как бы вам сказать, достаточно вышедшее наружу, вот эти ссор там из были как, но между отцом, то есть основателем клана Барахоевым и Кадыровым был конфликт, который как будто бы был разрешен, но тем не менее потом сын Барахоева записал
обращение в интернете, это было 2 года назад, где как раз-таки, конечно, негодовал по поводу того, что уже после того, как вроде бы была какая-то достигнута договоренность о том, что конфликта как такового не будет такого колоссального, что все еще он, воспользовавшись тем, что Барахоев оказался в тюрьме, то есть он политический заключенный, Кадыров стал себе позволять снова какие-то, ну, э, не то, что даже не хамские, я бы так сказала, высказывания. И это, конечно, возмутило справедливо. И это, казалось, уже 2 года назад, в общем-то, выходит за какие-то такие рамки, просто, как вы сказали, вот, скажем так, борьбы за какие-то ресурсы. То есть это выглядело уже как, ну, то есть такой конфликт, который вот выплеснет снаружи. Более того, он сказал, что если тот не заберет свои слова назад, лишние, как он выразился, то тогда это неизбежно, потому что как раз-таки сроков, скажем так, давности или там, чтобы забыть, такого на Кавказе не существует. Ну, то, что между ними идет вот эта клановая борьба, это известный факт. В Ингушетии, например, первый президент был военный от ГРУ, второй президент был от ФСБ. Сперва Аушев был от военных, потом пришел Зязиков от ФСБ, потом пришел от военных, как же его фамилия, короче, был от военных, который воевал в Чечне против чеченцев, и ингушей убивал, и чеченцев убивал. И сейчас снова Калиматов, Евкуров был. До этого от военных, и вот Калиматов от ФСБ. А его брат, друг Патрушева, погибший тоже, который воевал против чеченцев, у которого по локоть руки в крови чеченской, вот брат этого Калиматова был таким доверенным патрушевским человеком, которого неизвестно кто, ну кто-то ликвидировал. То же самое происходит в Дагестане, то же самое происходит в других республиках. Всегда идет дележка на Кавказе, могу точно сказать, между военными и ФСБ. Они между собой грызутся. И вот, ну, в этом случае тоже могло такое произойти, и это вполне допустимо, но вот исходя из того, ну, когда нужно Путину, они объединяются и вместе проворачивают какую-то схему. Дальше потом опять они недовольны, грызутся, но если говорят там, это же агенты, это агентура, они никто. Им как куратор скажет, так они и сделают. Они перед нами орлы, такие непобедимые, все перед ними извиняются. А на самом деле перед своими кураторами они становятся кошечками и такими милыми, послушными, исполнительными. Поэтому вот внутривидовая борьба, она и существует. Конечно же, она есть. Но сейчас мы видим, на мой взгляд, что идет нагнетание обстановки. Во-первых, они очень много говорят об этом, они готовятся к антимайдану. И антимайдан – это рука Запада, это там английская разведка, это еще со времен НКВД, КГБ, всегда у них английская разведка во всем виновата. А на самом деле, прикрываясь вот этим антимайданом, якобы, они готовятся к тому, что та негативная энергия, которая будет выведена из Украины, она вернется в Россию. Вот эти орки, вот эти убийцы, террористы, они все вернутся в Россию. И они очень злые на Путина, на ФСБ, которые заградотряды ставила, которых посылала на мясные штурмы, которая их уничтожала, фактически массово их подставляла под огонь. И Россия усиленно, власти в России, ФСБ, усиленно готовится к тому, как бы сделать так, что когда мы будем выводить эти войска, вот эти банд-армии, сделать так, чтобы они пошли не на Лубянку и на Кремль, а пошли куда-нибудь в другое место. И лучшего места, чем Кавказ, нет. Потому что самый большой враг – это чеченцы на России. Ну, евреи и американцы. Американцы и евреи недосягаемы пока, поэтому, и я думаю, никогда им это не удастся, но чеченцы пока в заложниках. И самый удобный способ, кавказцы, впрочем, в целом, на России, как известно, нас не любят, не жалуют. И поэтому сейчас, на мой взгляд, готовится этот сценарий, и мы об этом сценарии предупреждали уже несколько лет. Они давно к этому идут. Это не сейчас начиналось.
Это начинается еще с передела границ между Ингушетией и временно оккупированной Чеченской республикой Ичкерия. Земля, которая фактически где-то в горах лежит кусок земли, которым не пользуются ни чеченцы, ни ингуши, и она представляет, как заявил один ингуш, представляет какую-то историческую ценность для ингушей. Дело в том, что, Мария, мы с ингушами это один народ, не как русские украинцы, а на самом деле один народ с одним языком, с одной историей. И у нас живут, вот я живу на западе Ичкерии и ближе к Ингушетии. И у нас есть люди, которые имеют родственников ингушей. Тут настоящих ингушей, это их прямые родственники. Ну, они троюродные, четвероюродные, правда, братья. Ну, недавно их отец был один. Отец, их деды были братьями и так далее. Я хочу сказать, что мы только-только делимся. Благодаря России, Россия нас дробит, разделяет, там, ну, много-много там исторических моментов. И в первую очередь это политика России. Разделять, дробить чеченцев. Кого она не может убить, она их дробит. Поэтому вот эта вся ситуация, которая там разворачивается, она разворачивалась показать, что кусок земли исторический, который принадлежит ингушам, он также принадлежит и чеченцам. Поэтому нам делить сегодняшнюю землю еще можно было бы, но то, что в истории какой-то памятник, здание, какой-нибудь башня, архитектура какая-нибудь оставшаяся там в горах, она принадлежит ингушам, а не чеченцам, это, ну, нонсенс, потому что вся история Чечни принадлежит ингушам, а вся история ингушей принадлежит чеченцам. Мы только-только разделились. Поэтому и вот эти вещи, закладывание мин под нас, проходит довольно, это такой стратегический такой план, далеко идущий план. Это делается для того, чтобы, первое, отвлечь внимание от штурма Лубянки и Кремля, вот этими недовольными, битыми бандитами, выведенными из Украины. И второе, мир меняется. Мир меняется, и новая архитектура мировой безопасности, она устанавливается. И вопрос, где будут чеченцы? Я думаю, это в первую очередь против нас закладывается. Это мина Россией. И если мы будем грызться с ингушами, с дагестанцами, с другими, с третьими, под флагами там джихада, под флагами там еще чего-то, то на Западе, в Америке, в Европе скажут, какой-то трудный этот народ, эти чеченцы, эти кавказцы, пусть они пока останутся с Россией. Или же, например, передадим-ка мы их Турции, которая тоже имеет влияние, и Туран собирается, ну, очень много вкладывается сил на протяжении многих лет под видом, что мы НАТО, что мы друзья Америки, и мы с нами, мы мусульмане, нам так турки рассказывают, и что мы должны быть вместе. При всем уважении к турецкому народу, при всем той огромной помощи, которую турецкий народ оказал чеченскому народу во время геноцида чеченского народа Россией, руководство Турции всю свою историю вместе с русскими предавало нас, манипулировало нами, использовало нас и всегда проявляло вероломство. Поэтому нам ни Турция там не нужна, ни Россия там не нужна, нам никто не нужен. Мы сами, как говорится, с усами и сами сможем быть хозяевами на своей земле. И мы это показали. У нас древняя история, древняя цивилизация наша. И сейчас, мне кажется, делается все для того, чтобы мы не стали субъектами международной политики в новом мировом устройстве, которое сейчас, без сомнения, уже процесс идет, и его никто никак не сможет остановить. Да, Мария. У меня вопрос сначала один, вернее, даже два будет вопроса. Сначала один в историю. Я бы хотела спросить у вас в тот период, когда разваливался Советский Союз, и возникло новое суверенное независимое государство, то есть Чеченская республика Ичкерия, когда вы проголосовали, когда была принята Конституция и все остальные, ну, скажем так, Атрибуты. существовавшие
я уже забываю, это по-украински вымоги, сейчас, секунду, существовавшие требования законодательства были выполнены. Я хотела у вас спросить, в это время Ингушетия была с вами или они действовали отдельно, или они не участвовали, или участвовали? Какая была позиция тогда? Вначале была Чечено-Ингушская АСР, как ты помнишь. Затем, когда уже от Советского Союза избавились, были выкинуты вот эти три буквы АСС, Автономная Советская Социалистическая Республика, и она стала просто Чечено-Ингушской Республикой. Так как Советский Союз перестал существовать, и автономность, что в международном праве неприемлемо, это только империя так могла делить республик на союзные, автономные. В 90-м году Верховный Совет РСФСР уравнял все республики, и их стало 35. Этим 15 союзным республикам, 20 автономных республиках получили равные права союзными. То есть было соблюдено международное право и всех уравняли. Это еще в 90-м году. Когда Чечено-Ингушская республика объявила о своей независимости и суверенитете, часть территории, сперва начался геноцид ингушей в пригородном районе, как мы знаем, под видом нападения осетин, российская армия, задействовав южных осетин и северных осетин в том числе, совершила массовые преступления, в том числе вскармливали свиньям детей, ну там злодеяния были очень страшные. Тогда еще это вообще было первый раз так громко это озвучено, увидено, и нам еще, которые не видели войны, нам это казалось вообще шокирующим. То и есть на самом деле шокирующим. И ингушам сказали, я подвожу, почему мы теперь не вместе. Ингушам сказали, что если вы не будете с Чечено-Ингушетией, с чеченцами, то Россия вам вернет пригородный район, из которого ингуши были изгнаны, убиты и так далее. И ингушская советская номенклатура, КГБшная, ГРУшная, которая там присутствовала, она, не спросив воли ингушского народа, приняла решение, что Ингушетия остается, это был парламент Ингушетии, то есть советская номенклатура почти вся, они сказали, что если мы... Таким образом, ингушей просто уговорили обещаниями, как обычно, как это делается, побольше обещаний и не обязательно их выполнять. И ингуши тогда сказали, мы остаемся с Россией. И парламент Ингушетии принял решение, и таким вот образом, а мы сказали, хорошо. Более того, когда они отделялись, тогда был Руслан Аушев, уже тогда президент, и с Дудаевым Джохаром они были очень близки, дружны. И тогда для того, чтобы Ингушетию не пристегнули к Осетии или к другим регионам России, у нее должен быть какой-то минимальный, я могу сейчас ошибаться, минимальный объем территорий. И таким образом, чтобы помочь ингушам, Джохар Дудаев часть чеченской территории, которая числилась за чеченцами, там проживали чеченцы, была передана, в том числе часть Малгобекского рода, там и чеченцы, и ингуши проживали, была передана Ингушетии, чтобы поддержать Ингушетию и не делить. И граница между нами проведена не была. Потому что мы единый народ, в отличие еще раз от украинцев и русских, по-настоящему единый народ, который дробился на протяжении веков. Ну, 1,5-2 веков он дробится. И как и сейчас происходит, то же самое, делятся там в Дагестане акинцы у нас проживают, их тоже делят, ну, в Грузии чеченцы проживают, ну вот, не могут победить, пытаются разделить. Вот как-то так. Так, значит, соответственно, на сегодняшний день, в общем-то, казалось, что воля к сопротивлению у ингушей, ну, если не подавлена, то, во всяком случае, о ней мало говорили. И тут вдруг, если помните, начались какие-то протесты. И теперь уже после того, что сказали вы, складывается ощущение, что они были как-то искусственно инспирированы, что ли?
Конечно, какие происходят протесты и митинги, они чаще всего инспирируются российской разведкой. И, ну, как бывает, проводится мониторинг настроений в обществе, и если видно, что вот какая-то группа людей призывает к чему-то, где получает отклик у населения, то туда сразу вмешивается ФСБ там, и так далее, и пытаются взять, если не можешь победить, как говорится, возглавь. Пытаются возглавить и так далее. Ингуши такие же, как и мы, но дело в том, что они, в отличие от нас, не находятся в заложниках. Они добровольно выбрали Россию своим домом, и над ними не совершался геноцид. Хотя ингушей очень много было убито, репрессировано, посажено, но вот того, что творилось над чеченцами при молчаливом согласии всего мира, над ингушами не происходило. И, скажем так, ингуши не пуганые. Их родственников не пытают. Вот ингушские менты не делают того, что делают вот эти коллаборанты, которые служат России. А если какой-нибудь ингуш является там бойцом сопротивления, то могут провести беседу с родственниками, могут там поугрожать, но забирать, пытать, возбуждать дела, насиловать, убивать. Этого не делается, как это делали русские и те, кто служит России из чеченоговорящих. Поэтому в этом смысле Ингушетия это такой островок свободы, как это ни странно может показаться, определенной степени с культурой, менталитетом ингушей, похожими на чеченский, непокорностью, отстаиванием своих интересов, и они, их родственники не в заложниках. Поэтому ингуши, хоть и позиционируют себя россиянами, они самые дерзкие, скажем так, из россиян, которых я, например, знаю, из всех, что есть. Поэтому в этом смысле ингуши активны, не боятся, говорят то, что думают, но понимают, что было с чеченцами, и вот такую вот определенную черту не переходят, пытаются не переходить. Есть кто переходит, там боестолкновения бывают, там третье, десятое, но по большей части ингуши себя ведут более смирно. Но, опять же, свобода, определенная свобода, ну, если это можно в тюрьме называть свободой, то определенная свобода у ингушей, она присутствует. Поэтому ингуши выходят, их менты не сдают, менты их не репрессируют. Ну, хотя разное всякое бывает. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Аслан, теперь давайте поговорим чуть-чуть о будущем. Вот скажите, пожалуйста, есть какая-то надежда теплится, вот не знаю, может быть, это немножко так наивно с моей стороны, что в конце концов Соединенные Штаты признают независимость Ичкерии. И хочется верить, что, например, в случае избрания президентом Дональда Трампа, что вот он может такое сделать. Ну, знаете, вот он очень много раз показывал себя очень справедливым, то есть когда из года в год, из каденции в каденцию переносилась реализация уже принятого решения о переносе посольства Соединенных Штатов в Иерусалим, и этого никто не делал, просто все это перекладывали, перекладывали, вот он это сделал. Когда из года в год десятилетиями говорилось о возвращении останков военнослужащих американских из Северной Кореи, никто не мог этого добиться, все только говорили, а он это сделал. И поэтому вот иногда кажется, что он такая личность, которая может вот пойти настолько, ну, скажем так, для восстановления, настолько далеко для восстановления справедливости, что может и признать, в конце концов, независимость Ичкерии. Вот у меня тут сразу два вопроса. С одной стороны, давайте пофантазируем, если это вдруг произойдет, не захочет ли тогда Ингушетия вспомнить о том, что действительно это один народ и присоединиться к независимой, уже полностью признанной мировой, свободной, независимой Ичкерии как субъекта международного права. Ну и какова вероятность, что вообще такое может произойти? Ну, я скажу, мы были бы не против, если бы ингуши так согласились бы. И если исходить из того, что Трамп, которого, скорее всего, выберут президентом, я тоже на это очень рассчитываю, надеюсь.
И вот те примеры, которые вы сейчас привели, они тоже о многом говорят, о его дерзости характера, о его смелости. И после покушения на него и его хладнокровие после этого меня, как у чеченца, мужчины, вызывает особое уважение к этому человеку. И есть большая надежда, что этот человек не играет много в разные вот эти политические игры, а рубит, как говорится, с плеча. Наш парень, так сказать. Но в отличие от перенесения посольства американского в Иерусалим и действий в поддержку Израиля, в отличие от евреев, чеченское лобби очень малочисленно и маловлиятельно в Америке, в отличие от еврейского. И поэтому, возможно, нас Трамп не признает, возможно. Но я так же, как и ты, большой оптимист и питаю надежду, что рано или поздно это произойдет. И даже если это не произойдет, это нас никак не остановит. Мы будем дальше продолжать делать то, что мы делаем, потому что другого выбора у нас нет и не будет никогда. А так, да, конечно бы, Маш, это была, Мария, извиняюсь, это была бы большой сказкой, это было бы, ну, я не знаю, мечтой всех чеченцев, когда бы Америка нас признала, и наконец-то закончились бы вот эти мучения, страдания бедного, многострадального чеченского народа, и мы получили бы свои права, право на жизнь, право на то, чтобы распоряжаться своей жизнью, как мы считаем правильным. И вот в этом направлении мы бы двигались. Что же касается Ингушетии, как я сказал, мы были бы не против, если бы Ингушетия к нам присоединилась, это наши братья, мы были бы не против. Другие, весь Кавказ объединился, и вместе с грузинами, которые уже независимое свободное государство, а грузины это наш центральный союзник и партнер на Кавказе, было бы хорошо в Тбилиси, если бы как Европарламент, как Европейский Союз, в Тбилиси был бы какой-нибудь Кавказский парламент, в Ичкерии, например, находились бы военные базы, ну и разделили бы нам на экономические столицы, политические столицы, военные столицы. И я думаю, мы, кавказская нация, мы думаем одинаково, даже разных национальностей, разных религий, грузины, осетины, это все наши кавказская нация, мы всех их уважаем, любим, и было бы очень круто, очень хорошо. И ну, для этого мы должны, конечно же, сперва прийти к какому-то и точному и конкретному решению этих действий. Но посмотрим, будем работать над этим. Это мечта Джохара Дудаева из Виада Гамсахурдия построить Кавказский дом, и мы этот Кавказский дом без России обязательно построим. Я хочу сказать, давайте помечтаем, какая бы это была красота, какая природа, сколько бы было туристов, с каким бы удовольствием к вам бы ездили, ваше гостеприимство кавказское на весь мир знаменитое. Мешает всему этому только то, что там действительно снуют просто какими-то, я даже не могу сказать, толпами вот эти вот российские внедренцы, инфильтрировали практически своими Да, службами просто все, где только они могли влезть. Под видом потом уже, сколько мы с вами разбирались, если помните предыдущую программу, они внедрялись потом уже, куда только они не лезли, как после того, как они уничтожали, убивали, замучивали целые ну, семьи и там многих чеченцев крали документы, и под их подложными документами внедрялись куда-то дальше и так далее. То есть проблема в том, что это все очень сильно инфильтрировано да, российскими специальными службами, и как бы я не знаю, что сказать на эту тему, то есть с таким инфильтратом, мне кажется, очень сложно сражаться. да, совершенно верно. Совершенно верно. Но у нас есть маяк. Это наш президиум правительства в лице прекрасной Аллы Дудаевой, вдовы Джохара Дудаева, Аяда Идигова, и это сопредседатели президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом. У нас есть там и судебная власть, и исполнительная власть, и законодательная, хотя во время войны никаких законов мы не можем пока принимать. Поэтому у нас все имеется, у нас есть очень хорошие, надежные союзники в Грузии,
у нашего президиума, еще со времен Джохара Дудаева из Виада Гамсахурди. И это наши маяки, это наши ориентиры. И да, конечно, инфильтрировано очень много. В Дагестане огромное количество КГБшников, ГРУшников. В Ингушетии то же самое. Ичкерии во время оккупированной то же самое. Ну, кого они пытаются кем управлять, вот туда они внедряют. Ну что ж, будем заниматься, что делать? Проводить иллюстрацию, выявлять агентов. Я вот сейчас в данный момент этим как раз и занимаюсь. Я называю все имена, кого мне удается установить. И придется продолжать эту работу и вычищать. А как? Как по-другому? Предатель не должен находиться во власти, если на нем нет крови и каких-то тяжких преступлений, то будет себе жить, заниматься бизнесом, мы никого не будем убивать, расстреливать, будут себе жить, и просто все будут знать, что они служили России, что работали на КГБ, будут архивы рассекречены, будут опубликованы все имена, фамилии. Ну, вот как-то так, я думаю, будет. Ну, а как иначе? Так сложилось. Россия принесла нам это все. Придется вычищать. И то же самое Украины касается. Украине еще в советское время 40% состава КГБ составляли КГБ УССР. И самая большая агентура КГБшная была в Украине. И вот мы видим, в Украине до сих пор они действуют. Якобы какие-то защитники Украины. На самом деле те, кто наносят вред. И Украина до сих пор не провела иллюстрацию, до сих пор по КГБ, до сих пор не рассекретила архивы. И я надеюсь, Но у что нас когда... дело в том, что проблема в том, что эти архивы были Закончится время. переданы туда, в Россию, и поэтому их невозможно было получить назад. То есть это само по себе решение очень настораживающее, когда они взяли и передали туда, ну, вроде как это ж архив КГБ, и они вот так вот под таким вот соусом фактически Спрятали. расстались со всеми этими важнейшими документами. Перенесли в более надежное место архивы, Ну, чтобы получается, что именно так. украинцы не добрались. Да, да. Ну, вот такая ситуация. Сложная, да, катастрофическая ситуация. Ну, другого выбора нет. Мы победим. Обязательно. Я вам желаю удачи и Божьей помощи на вашем сложном пути, отважно. Спасибо. Также дорогу, конечно же, осилит идущий. Буду надеяться, что мы с вами продолжим цикл наших передач. Также думаю, что, может быть, к нам присоединятся ваши друзья, ваши братья и, возможно, мой низкий поклон Але Дудаевой, возможно, и она тоже примет участие в нашей программе. Я ее искренне приглашаю, это была бы честь для меня. И давайте продолжать наше правое дело. Спасибо вам большое, Мария. Обязательно я передам и Алле ваше предложение, и Аяду. Спасибо вам большое, Мария. Спасибо, кстати сказать, с Аядом у нас была программа очень Да, хорошая, если она очень понравилась. Я буду рада, если мы продолжим вот, обязательно. без таких перерывов, с тем же приблизительно, как это сказать, маршем, который у нас был, и будет у нас снова марш Вогила. Да, марш Оуэлл. Спасибо и до новых встреч. Все, спасибо, до свидания, Мария.